вам Республика Абхазия не чужая республика, вы родились здесь. Есть в Сухуми любимые места и люди, о которых вы чаще всего вспоминаете? Ну, люди, это, конечно, родные, близкие, друзья детства, а места... у меня до сих пор самое любимое место. Я вчера с особым чувством зашел, я не знал, где будет фестиваль Фейхоа, и когда понял, что он примыкает к Пятачку, у меня самое любимое место всегда был Пятачок, потому что мы там с дедом все время гуляли, и он рассказывал, что, собственно, там я делал первые шаги. Вот он меня туда водил, что меня родители на лето где-то до 2 класса я здесь учился, а потом меня все равно на лето каждый год отдавали к бабушке с дедушкой, поэтому, собственно, занимался мной дед в основном, да, он меня всегда водил, почему именно на Пятачок, не знаю, но вот у меня вот это ощущение... Рядом. Во-первых, рядом, да, у меня вот это ощущение, эвкалипты и сейчас кажутся гигантскими, а мне тогда вот такому, они казались просто невероятными деревьями. Что еще такое Абхазия? Для меня Абхазия в первую очередь запахи. В Абхазии совершенно другие запахи. Запах эвкалипта, море по-другому пахнет, не знаю, в нем больше запаха йода. В Сочи нет такого запаха йода, в Крыму нет такого запаха йода, море по-другому пахнет. Запах кофе. Я помню, с этого же Пятачка дед водил меня на Брехаловку, сначала мне кофе пить не давали, но давали понюхать, поэтому потом давали попробовать сладкий, вкус лодочки в нарте, потому что бабушка у меня там работала буфетчицей, и я, в общем, значительную часть времени проводил в буфете нарты, а меня подкармливали там, лодочкой, сотрудники.